Открывают вахту памяти «Терский рубеж-2022» с приветственных слов, адресованных всем участникам военно-патриотического мероприятия. Сюда приехали поисковики из соседних республик. Активисты юной армии тоже подошли к этому событию ответственно. Здесь читают стихи и исполняют песни о героизме участников Великой Отечественной, их доблести и храбрости. Память – бесценный человеческий дар. Она ограждает нас от малодушия и жестокости. Мы знаем историю своей страны, гордимся своим народом, его подвигом. В рамках вахты памяти на протяжении 20 дней поисковики будут проводить раскопки на Терском хребте. Они ищут останки и устанавливают личности участников битвы за Малгобек и с почестями предают их земле. Несмотря на то, что официальное открытие только сегодня, за лопаты и металлоискатели взялись еще неделю назад, и уже есть результаты. Дни проведения поисковых работ нами уже были обнаружены останки 17 солдат немецкой армии. И в последующие дни нами были обнаружены останки солдат и командиров Красной армии. Данная экспедиция у нас по счету 9-я, которую мы проводим здесь на территории города Воинской Славы, город Малгобек. И проводится она совместно, непосредственно с коллегами-поисковиками из Республики Ингушетия. По официальным данным, в боях за Малгобек полегли 120 тысяч бойцов Красной армии. В Ингушетии поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны ведется уже больше 10 лет. За это время удалось найти и перезахоронить останки 80 солдат. Прежде всего, конечно же, хочется сказать слова благодарности в адрес и руководства города, и жителей города, которым, вот я честно скажу, войны хватает доз. Я здесь не считаю себя гостем, я приезжаю сюда как к себе домой. И приятно, что здесь уже вот на протяжении всех этих наших полевых экспедиций у нас не возникало ни один раз никаких вопросов. В Ингушетию поисковый отряд из Чеченской Республики приезжают уже в который раз. На протяжении 9 лет они совместно с нашими поисковиками проводят раскопки на окраине Малгобека. Кроме человеческих останков, им удавалось находить боеприпасы, оружие, спецформу и обломки боевой техники. Параллельно с тем, что мы ищем останки погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной армии, нами еще проводится исследовательская работа и непосредственная разведка на месте, где могли были подбиты самолеты Красной армии. И 3 места нами отрабатывается. После торжественной части важный момент – почтить память героев Советского Союза. Под известную композицию «Журавли» на монумент возлагают цветы. В завершении официальной части мероприятия совместное памятное фото участников акции. А дальше снова за дело – копать, искать и сохранять историю для потомков. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Мухаммад Билакиев. Новости 24.